13 ноября в Кыргызско-Российском славянском университете прошла международная научно-практическая конференция «Опыт Республики Корея в развитии цифровизации». Научный форум проводится в рамках объявленного указом президента Кыргызской Республики 2019 года, годом развития регионов и цифровизации страны. Задачами конференции является знакомление с опытом развития цифровизации в Республике Корея, занимающей в мире передовые позиции в этой сфере, и изучение возможностей применения корейских наработок в Кыргызстане. В конференции приняли участие ученые и специалисты из Кыргызстана и Кореи, занимающиеся проблемами цифровизации, представители аппарата президента, правительства и Джугурку Кенеша Кыргызской Республики, а также посольство Республики Корея в Кыргызстане. Сейчас хотим мы этого, не хотим, но это уже век цифровизации. Она идет повсеместно и в структуре управления, и услуги, и социальная сфера, и должна затрагивать уже широкие слои нашего общества. Поэтому президент ощущает, что эта проблема глобальная и необходимая. Если мы не будем ее сейчас решать, мы просто останемся далеко-далеко позади от цивилизованных государств. Корея сегодня – это одно из ведущих мест в мире по цифровизации. Вот можно две цифры сказать. Вот есть такой показатель ВВП, да? И вот в создании ВВП в Корее цифровизация занимает где-то порядка 14%. А в Кыргызской республике этот показатель составляет всего лишь 0,4%. То есть, если сравнить вот с ведущими государствами, охваченные цифровизацией, и наш, очень-очень далеко. Ключевым моментом повестки дня форума стало выступление корейских специалистов в области разработки и внедрения цифровых технологий, которые поделились своим видением решения многосторонних проблем цифровизации в Кыргызстане. Мне кажется, прежде чем говорить о проблемах в IT-сфере, нужно решить проблемы рынка, а также проблему технологий. И для того, чтобы развить рынок и создать свои технологии, нужно сотрудничать с зарубежными странами. Если Кыргызстан будет ориентироваться только на внутренний рынок, то большого развития в экономике, к сожалению, не будет. Поэтому нужно как можно ближе, теснее сотрудничать с иностранными инвесторами, с другими государствами и развивать свои технологии и свой рынок. И также нужно поменять само мышление жителей, чтобы они были как можно ближе к IT-технологиям. То есть у нас внедряются технологии, IT-технологии в сфере сельского хозяйства и в повседневной жизни. Нужно, чтобы сами жители интересовались и у них был спрос на IT-технологии.